Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире информационная программа «Время». В студии Амина Зухурова с самыми важными новостями на сегодня. В течение 2025 года на национальных и региональных телеканалах страны было реализовано 145 новых телевизионных проектов и программ, заметно расширивших и обновивших содержание телевещания. Наряду с этим за прошедший год был создан ряд документальных фильмов, посвященных историческим местам республики, что сделало эфир более насыщенным и зрелищным. Подробнее смотрите в следующем сюжете. Как было отмечено на пресс-конференции Комитета по телевидению и радио при правительстве Республики Таджикистан, государственное учреждение телевидения «Синамо» впервые реализовало съемки полнометражного сериала под названием «Сила любви». В дальнейшем таджикские кинематографисты планируют расширять производство сериалов в различных жанрах. Если создание многосерийного проекта стало значимым достижением для телевидения «Синамо», то не меньший интерес у сотрудников комитета вызвали итоги технического обновления отрасли за прошедший год. В рамках реализации профильной программы в 2025 году было закуплено необходимое оборудование для республиканских и региональных теле- и радиостанций. В их числе современное записывающее оборудование, аппаратные комплексы, профессиональные камеры, осветительная техника и другие технические средства, направленные на повышение качества телевизионного и радиовещания. Как отметили представители комитета, именно укрепление материально-технической базы позволило значительно улучшить качество эфирного продукта. Несмотря на сохраняющийся в 2025 году дефицит кадров в сфере радио и телевидения, телерадиосети смогли привлечь молодых специалистов. Для этого проводились конкурсы и кастинги, направленные на обновление кадрового состава отрасли. Кроме того, по итогам года Комитет по телевидению и радио при правительстве Республики Таджикистан направил 20 специалистов на профессиональную переподготовку за рубеж. Параллельно с этим значительное число сотрудников радио и телестанций страны повысили квалификацию, пройдя обучающие курсы в государственном учреждении Академии средств массовой информации Таджикистана. Бессмертный эпос, объединяющий поколения. В Таджикистане готовится к масштабному республиканскому конкурсу «Шахнаме-Хони» – творческое состязание, которое пройдет под патронажем президента страны в 2026 году. Призвано не только выявить лучших знатоков поэзии Фердовси, но и укрепить национальное самосознание молодежи. Накануне в столичном районе Фердовси обсудили организационные детали предстоящего события. Все подробности в нашем материале. «Шахнаме» – это не просто книга, а летопись нации. Абулкасим Фердовси отдал 3 десятилетия своей жизни, чтобы создать произведение, ставшее символом таджикской идентичности. Сегодня героические страницы эпоса становятся предметом глубокого изучения в образовательных учреждениях страны. В гимназии номер 74 района Фердовси собрались педагоги, студенты и школьники. Главная тема обсуждения – качественная подготовка к районному этапу конкурса. Организаторы напоминают, состязание пройдет в 4 этапа. Первый стартует уже в марте, а имя лучшего знатока страны назовут в декабре на финале в Душанбе. Исторический контекст создания поэмы сегодня актуален как никогда. Фердовси писал Шахнаме в период ослабления государства саманидов, стремясь через слово сохранить историю и культуру своего народа. Современный конкурс преследует те же цели – воспитание патриотизма и изучение наследия предков от мифических пишадидов до великой династии сасанидов. Особое внимание жюри уделит знанию структуры произведения от философских глав о силе разума до описания ключевых исторических эпох. Для участников это не просто экзамен, а возможность проникнуться к мудрости предков и проявить любовь к родному языку и истории. В средней общеобразовательной школе номера 53 района Исмоили-Сомуни был проведен учебный семинар под названием «Роль учителя, правовые гарантии и профессиональные обязанности». Подробности смотрите в нашем репортаже.
На учебном семинаре приняли участие ответственные представители исполнительного органа государственной власти района Исмаили Самани, депутат Маджлиси Намояндагон, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, руководство и сотрудники отдела образования, руководители образовательных учреждений и учителя. В ходе выступления начальника отдела образования района было отмечено, что целью учебного семинара является повышение уровня правовой осведомленности учителей и руководителей образовательных учреждений о статусе, правах, гарантиях и профессиональных обязанностях педагога в соответствии с новым законодательством. Также в выступлении представителя исполнительного органа государственной власти района было подчеркнуто, что сфера образования в Таджикистане является одним из приоритетных направлений социальной политики Республики Таджикистан. В период государственной независимости Республики Таджикистан в сфере образования сформировались качественно новые отношения, которые нашли отражение в Конституции Республики Таджикистан, действующих законах и других нормативно-правовых актах. В ходе совещания было отмечено, что, используя такие условия, ответственные лица сферы образования прилагают усилия для внедрения эффективных мер по повышению уровня и качества обучения. Было подчеркнуто, что подведение подобных совещаний создает весьма благоприятные возможности для развития опыта и обмена мнениями. Наряду с этим было отмечено, что ответственные лица сферы образования, используя имеющиеся условия, стремятся реализовывать эффективные меры по повышению уровня и качества образования. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нашим каналом. Всего доброго.